всегда старался сделать так, чтобы примирить людей, чтобы люди более тепло друг к другу относились. Самое мое любимое место на земле – это мое родовое село, село Очондара. Село, где мы нашли приют в период войны, село, которое нас прокормило и сохранило. Вот именно мои детские воспоминания, чувства и теплота в моем родовом селе. В нашем доме проживало более 25 человек, беженцев из других регионов Абхазии. И наш дом приютил этих людей. Я, конечно же, стараюсь быть достоин своих предков. Все эти годы, работая вице-президентом, всегда имел возможность прямого диалога с представителями оппозиции. Я считал это важным направлением для созидания, для создания спокойных, комфортных условий и для того, чтобы не столкнуть наше общество. У нас были непростые переговоры, даже те участники переговорного процесса расценивали эти переговоры как одни из самых тяжелых переговоров в своей жизни. Мы более 9 часов проводили переговоры, и нам удалось достичь согласия для недопущения столкновения нашего общества и, не дай бог, конечно же, не довести ситуацию до гражданской войны. В эти тяжелые, непростые дни, когда наше государство оказалось фактически без энергоснабжения, а 10-11 часов в дневное время суток, отсутствие света, это фактически означает парализованное государство. Я обратился к руководству Российской Федерации по оказанию помощи в виде перетока электроэнергии из Российской Федерации. И я был проинформирован о том, что высшим руководством Российской Федерации принято решение поддержать народ Абхазии и помочь в этой сложной ситуации. В этот момент, наверное, я был самый счастливый человек в этой стране. Хотя не могу не отметить, определенные люди, которые занимаются активно политикой, критиковали меня за обращение к Российской Федерации, называли это попрошайничеством, но для меня самая главная цель была достигнута. Нашим людям стало комфортнее реализовывать себя, жить. Абхазия недаром говорят, что душа наша. И для всех. У нас никаких проблем. Что проблемы? Вот это только свет. Учитывая тот успех, который мы достигли в переговорах с Российской Федерацией по предоставлению гуманитарного перетока, мне придает уверенность, что я и моя команда сможем и далее договариваться с нашими российскими коллегами по обеспечению энергетической безопасности нашей страны. Мы не имеем права и не должны делить наших людей, разделяться по политическим мотивам, по этническим, национальным, религиозным. Считаю, что это очень опасный путь для нашего немногочисленного народа Абхазии. Именно единство позволило сохраниться нам в тяжелый период времени, и уверен, что именно единство даст нам возможность развивать нашу страну и достигать этих целей, которые, безусловно, мы перед собой ставим. Для меня важно было услышать то, как Бада Зурабович смотрит на развитие молодежной политики и спорта в целом нашей страны. Так как он сам был спортсменом, был футболистом, он прекрасно знает, с какими проблемами мы сталкиваемся. Очень много раз оказывал поддержку нашим лучшим спортсменам, которые достойно представляли нашу страну на международной арене. Главный вопрос – объединение нашего народа. Чтобы объединить наш народ, надо быть
последовательным в своих действиях. Нельзя под выборы для того, чтобы привлечь электорат, стать вдруг пушистым, хорошим, теплым, близким для людей. Безусловно, люди все про всех все знают. В этом смысле наша команда всегда была последовательна в вопросах единства нашего народа. Я вам желаю крепкого здоровья, стабильности, и чтобы у нас был нормальный бюджет в Абхазии, и чтобы была жесткая политика. Спасибо большое. Майнинг усугубил ситуацию в энергетике. Уже к 2019 году на территории Абхазии находилось более 70 тысяч аппаратов по добыче криптовалюты. Были введены ограничения на добычу криптовалюты, но при этом наша граница была полностью открыта для завоза данных аппаратов. Безусловно, не было эффективной борьбы с добычей криптовалюты. Я считаю, что деятельность этих майнинг фирм на сегодняшний день нужно полностью запретить, потому что наши сети не выдерживают. Еще расход электроэнергии у нас большой из-за того, что все теплоносители у нас на электроэнергии. Если в России есть заменить это можно газом, у нас все отопление происходит только по электричеству. Это и теплые полы, и приборы обогрева, кондиционеры, которые тоже в зимний период включают на тепло. Из-за этого у нас большой расход электроэнергии. Я для себя сформировал некий образ человека, который должен быть рядом с руководителем страны, и в полной степени Беслан Бекбаева стал тем человеком, на которого я буду опираться в своей деятельности. За время своей работы он себя проявил как опытный хозяйственник, человек, который привнес свой вклад в развитие региона, который долгие годы находился в тяжелом положении. В этом смысле для меня очень важный фактор его участия в Отечественной войне народа Абхазии. Этому человеку удалось добиться, чтобы все представители тех или иных политических партий, движений, национальностей, религиозных убеждений встали вместе и начали поднимать из руин свой родной город. Когда началась война, я находился в городе Луганск, был студентом 3-го курса. В тот же вечер мы собрались, ребята, студенты, которые были там, более старшие друзья. На 3 машинах мы уже поздно ночью, 14 августа, выдвинулись в направлении нашей границы. И вот так вот я попал уже сюда, и потом вступил в батальон. Первую половину я был на Западном фронте, потом уже десантом. Все, что связано с моим детством, начинается от начала войны и после. Я в одночасье, я и мой двоюродный брат 11 и 12 лет стали взрослыми людьми, которые научились на селе пахать, значит, доить корову, выращивать табак, заниматься виноделием. То есть все это я научился как раз-таки с того периода, как началась война, когда жизнь фактически заставила учиться этому. Мой отец был готов, как и готовы все мужчины, которые проживали на территории Абхазии. Понятно, что я был юным, какие-то процессы я недопонимал, но наши родители понимали, что ситуация очень сложная. И если будет такая необходимость защитить свою родину с оружием в руках, они готовы были это сделать. И фактически, конечно же, это они реализовали. 6 октября в 6 часов 40 минут флаг Республики Абхазия взвился на абхазо-российской границе по реке Псоу. Война вообще ничего хорошего нету в этой войне. Много моментов происходили на войне, которые недопустимы в нормальной человеческой жизни. Этого не должно быть. У нас есть, как и среди наших оппонентов, и родственники, и друзья с разных сторон, так и здесь, с кем мы росли с детства, с кем мы видели, с кем мы сидим на общих столах, и грозится о том, чтобы поднять оружие
и не допустит кого-то к власти, никто от этого не выиграет. Абсолютно никто. Эта кровь может, даже капля пролитой крови, она же может идти потом годами, десятилетиями с этим разбираться. У нас с Бадра Зурабовичем, я везде это говорил, есть такой посыл, мы должны это провести, эти выборы честно, чисто. Мы слышим, что в случае даже проигрыша мы не признаем итоги голосования. Никто еще победу у народа не отнимал и не сможет отнять. В этом смысле мы убеждены, что отстоять право народа и глас народа мы сумеем однозначно. Бадра Зурабовича мы познакомились, когда я приступил к должности главы администрации Очамчирского района. Это человек, который отвечает за свои слова, который может отстаивать свою точку зрения и умеет ее отстаивать, проявляет характер в этом вопросе. Человек очень преданный, на которого можно положиться. И если вдруг, не дай бог, начнется те события, которые у нас были в 1992 году, я уверен, что он всегда прикроет спину и не будет за твоей спиной. Он будет всегда идти впереди, рядом с тобой, плечом к плечу. Я рад вас. Я все это прекрасно помню. Я тем более рада, потому что наш выпускник нашей школы является кандидатом в президенты Республики Абхазия. И сразу видно было, что с тебя выйдет хороший человек. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень ценю ваш труд, ваши отношения. Это то, что во мне останется на всю жизнь. Спасибо большое. Для меня всегда труд учителя, отношение к учителю, это было самое важное. Потому как моя мать, это ваш коллега, педагог. Я уверена в том, что твоя команда и ты поведете нашу республику вперед, чтобы был мир. И ты гарант этого мира. Бадра Зурабович Гумба, будучи еще министром культуры, достаточно проявил себя показал себя инициативным, любящим свое дело человеком, а затем почти неполных 5 лет себя прекрасно проявил на должности вице-президента. Я знаю его лично, знаю по делам его, и неоднократные обращения ветеранов войны, наших граждан, мне приходилось часто общаться напрямую и через его помощников, и какие усилия он прилагал по решению этих всех, в основном личных вопросов наших граждан. Я могу сказать, что этот человек очень внимательный, а это одна из, возможно, главных черт руководителя — быть внимательным к просьбам и чаяниям граждан. Вопрос демографии – это вопрос выживания нашего государства и нашего народа. В этом смысле мы обязательно нацелены на улучшение демографической ситуации в нашей стране через предоставление дополнительных условий молодым семьям, через выплаты пособий за рождение детей и многие другие направления, которые позволят нам улучшить демографическую составляющую нашей страны. Здесь одним из главных приоритетов, безусловно, должно быть и поддержка здравоохранения, которое напрямую влияет на демографическую ситуацию в нашей стране. Эти шаги нам позволят, безусловно, двигаться в правильном направлении, и мы их обязательно будем реализовывать. Первое, скорее всего, это в области здравоохранения нужно поднять, потому что очень много людей, скажем так,
со своими болезнями. Это очень влияет на рождаемость. Конечно же, материально поощрят семьям, молодым семьям, финансово их подкреплять, за каждого родившегося ребенка тоже финансово их поощрят. Мы поддержим и будем реализовывать шаги, направленные на поддержку семей по проведению процедуры ЭКО. Эта программа уже идет, и мы намерены расширять границы этой программы за счет дополнительного объема финансирования. Огромной проблемой для наших женщин стало то, что они получают материнский капитал на территории Российской Федерации, в Сочи, и затем органы правопорядка, прокуратуры Российской Федерации воспринимают получение материнского капитала женщинами, которые постоянно проживают на территории Республики Абхазия, незаконными. Я намерен в своей деятельности, если будет у меня такая возможность, доверия народа Абхазии в рамках нашего обсуждения вопросов, которые возникают между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, в том числе поднять вопрос поддержки молодых семей, проживающих на территории Абхазии, потому как эти люди являются гражданами Российской Федерации. На протяжении 4,5 лет действует программа «Доступное жилье». В рамках этой программы более сотни инвалидов, ветеранов Отечественной войны, молодым семьям, многодетным семьям было предоставлено жилье. Оказана поддержка адресная, но при этом мы понимаем, что этой адресной поддержки не хватает. Развитие этой программы напрямую связано с возможностями государства на увеличение бюджета нашей страны для реализации такого рода необходимых социальных проектов. Невозможно государство укрепить лозунгами и словами. Для этого необходимо сделать те шаги, которые направлены на усиление экономической составляющей, на усиление безопасности нашего государства. В этом смысле я уверен, что такого рода проекты будут полезны для нашего государства. Я возглавлял координационный штаб по восстановлению международного аэропорта города Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба, который позволит улучшить состояние дел у нас в экономике, повысить налогооблагаемую базу, создать дополнительные рабочие места. Вы знаете, что аэропорт расположен в Гулрифском районе. Я уверен, что восточная часть нашей страны получит дополнительный импульс развития региона. Такого рода инфраструктурные проекты, они необходимы для укрепления нашей государственности. Это мечта нашего, очередная мечта нашего народа, которая сбылась. Для Абхазии аэропорт — это такой импульс развития, особенно для восточной части Абхазии. Люди, особенно в летний период времени, стоят по несколько часов на границе с детьми. Когда проезжают ее уже уставшие, соответственно, они даже не доезжают до нашего района, максимум до города Сухум, остаются, я имею в виду, туристов, отдыхающих. Когда откроется аэропорт, развитие восточной части в разы увеличится. Помимо того, что увеличится туристический поток, там же это новые рабочие места. Сегодня там получают, по-моему, порядка от 50 до 80 тысяч рублей заработную плату. Это дополнительные доходы в бюджет. Конечно, я целиком поддерживаю этот проект. Он назрел давно, он нужен был. И слава богу, что вот скоро на днях пришла такая информация, что уже будет первый технический полет. Поэтому очень рады. В этом смысле, конечно же, все современные технологии застройки городов, районов должны проходить с таким трепетом, с аккуратным подходом, чтобы не разрушать, самое главное, нашу идентичность, нашу экологическую стабильность и природу. При всем при этом нам необходимо понимать, что мы туристическая страна, нам необходимо создавать условия для строительства мест отдыха, развивать туризм, инфраструктуру. Но я думаю, что мы справимся и приведем в соответствие с законом все те условия, которые позволят гражданам нашей страны, гостям нашей страны отдыхать на территории Абхазии комфортно и спокойно.
Бадр Зурабович – это тот человек, он молодой политик, с которым мне довелось работать, когда он только-только начинал свою деятельность в ранге замминистра культуры. Он был, по-моему, самый молодой, ему было где-то 26-27 лет, и мы очень были удивлены тем, что вот такой молодой человек, вдруг ему доверили такую большую должность. Но буквально сразу мы поняли, какого плана и уровня этот человек. Вот бывают люди, которые нарабатывают в себе какие-то лидерские качества, какое-то вот такое отношение, административное управление необходимо, да, для роста. Оказалось, что вот иногда бывает, что человек рожден с этими лидерскими качествами, с большой волей, ответственностью за то, что он делает, за то, что он говорит. Для меня очень важна консолидация нашего общества. Мне очень больно видеть, когда мы, в принципе, все родственники, все одной крови, но как-то разобщены именно по политической причине. Я думаю, что консолидация – это должна быть первая задача любого президента, кто бы ни стал на это место. Тогда в Абхазии все сложится. Тогда, когда все будут идти в одном направлении и все будут друг другу помогать. А что самое главное для расцвета государства, мне кажется, это когда душа открыта. Недаром нас называют страной души. Я надеюсь, зная его лидерские качества и знаю то, как он идет к цели, я думаю, он справится. Главное богатство нашего государства – народ Абхазии. Сохраним единство, сохраним страну.